В общем, в свете, можно, да? В свете последних вот событий в Казахстане, которые происходят, события вот с Бахчан Турегожиной, Назгуль Жусуповой, вот эти преследования насчет высказывания о том, что у Марата состояние плохое, и потом вот это представители уполномоченного по правам человека, который целая комиссия обширная приезжала, в свете решений, вот в свете вот этих событий, и такой вопрос: правдивы ли вот эти заявления о представителе уполномоченного по правам человека о состоянии Марата? Да, хорошо. Это хороший вопрос. Действительно, я сегодня был у Марата. Я сейчас нахожусь в городе Степногорск, учреждение номер 4. Вот. Пришлось ждать где-то более 3 часов, чтобы попасть к Марату, вот, и встретиться с ним. Вот. Наконец-то, когда я попал, сотрудники учреждения, это оперуполномоченный старший лейтенант Рустем Ансар и оперуполномоченный Бахтыбеков Самир, вот, стали препятствовать моей законной деятельности. Я прибыл с документами, а именно кассационная жалоба, которая была составлена для Зламбаева Марата, и другие документы, но они вообще запретили мне какие-либо бумаги заносить ему, что это не разрешается. А уполномоченный режимного отдела Рустем вообще сказал, что статья 14 Уголовного кодекса запрещает это. В Уголовном кодексе такой статьи нету, я вам могу сказать, это ответственно. И более того, они говорят, что все документы должны идти через администрацию. Вот, то есть они препятствуют моей законной деятельности, нарушая требования статьи 435 Уголовного кодекса. В части того, что, значит, была комиссия, об этом у меня была беседа с Маратом Жламбаевым. Он четко мне разъяснил, что до этого 23 июля он обнаружил у себя в ДИЗО крысы, которых травят, но они почему-то не умирают, а остаются живые. И он показал их, ну, скажем так, как он говорит, как экстременты, да. Экстременты показал членам комиссии. Он с собой их взял. Показывал? Да. То же самое он показал прокурору Степногорска. Вот у него был Болатбек Мухамеджан Маратулы 24 июля, то есть на другой день, когда он обнаружил этих крыс. Тоже показал. Вот. Но никаких мер не принято. 28 июля у него был адвокат Малюга. Вот. Также в тот же день был у него заместитель прокурора города Степногорска. И 29 июля к нему приезжает эта комиссия из офиса уполномоченного по правам человека под руководством, по-моему, Шер, кажется, да, Раиса. Раиса Шер. Да, они говорят, что у него все прекрасно, что он прекрасно себя чувствует, никаких у него жалоб и нареканий нет.